правительстве Ингушетии под председательством Владимира Сластенина прошло еженедельное совещание. Оно началось с обсуждения результатов реализации в Ингушетии национальных и федеральных программ. На сегодняшний день объем финансовых средств составляет более 4 миллиардов рублей. Далее руководитель Центра управления регионом доложил о положительной динамике в работе Центра. ЦУР мониторирует соцсети и обрабатывает заявки жителей. Также в рамках заседания участники обсудили планируемые мероприятия по празднованию нового 2026 года. Министерством культуры и туризма Ингушетии запланировано около 100 мероприятий. Были затронуты и вопросы организации работы общественного транспорта в республике, обеспечения бесперебойного энерго-, газа и водоснабжения, организации дежурств в период новогодних праздников. Не обошли стороной и меры по предотвращению роста цен на продукты питания в республике. По всем ключевым вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. 22 декабря в самый короткий световой день в России отмечается День энергетика. Это профессиональный праздник всех работников энергетической сферы, сотрудников теплоэлектроцентралей, гидрогенерирующих компаний, атомных станций, инженеров, монтажников, ремонтников, обслуживающего и вспомогательного персонала. К празднованию присоединяются преподаватели, студенты, выпускники профильных заведений и жители населенных пунктов, для которых производство энергии является градообразующей отраслью. Профессиональному празднику уже более полувека. Его утвердили в 1966 году. Дату 22 декабря выбрали потому, что именно в этот день, в 1920 году, был принят государственный план электрификации России. В российских высших учебных заведениях планируется сократить порядка 45 тысяч платных мест, сообщил глава Минобрнауки страны Валерий Фальков. По его словам, в итоге общее количество платных мест в университетах уменьшится примерно на 13%. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе, в негосударственных вузах. Там почти 20%, уточнил министр. Фальков добавил, что сокращение затронет 4 десятка направлений, включая юриспруденцию, менеджмент, экономику, рекламу и государственное и муниципальное управление. Пенсионеры и граждане с инвалидностью могут подтвердить свой статус и право на льготы с помощью цифрового удостоверения в мессенджере МАКС. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда России. Функция позволяет предъявлять электронный документ вместо бумажного удостоверения для получения скидок в магазинах, бесплатного посещения музеев или льготного проезда. Для оформления цифрового удостоверения пользователю необходима подтвержденная учетная запись на портале госуслуги. Также нужно дать согласие Социальному фонду России на обработку данных. Далее в приложении МАКС в разделе «Цифровой ID» необходимо создать документ. Подтвердить личность одним из предложенных способов – создать селфи и дождаться завершения проверки. После успешной верификации удостоверение автоматически загрузится в профиль. В России к марту 2026 года сформируют комплекс мер по борьбе с ожирением у взрослых. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на итоговом заседании Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Меры будут разработаны Минздравом совместно с участниками Совета при правительстве. Вице-премьер напомнила, что в июле был запущен мониторинг по проведению профосмотров и диспансеризации студентов вузов и колледжей. За это время было проинформировано более 2 миллионов 200 тысяч студентов. Ранее депутаты Госдумы рекомендовали правительству включить ожирение в список социально значимых заболеваний. Парламентарии рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами, у которых диагностировано ожирение. Принят закон, призванный усовершенствовать порядок эксплуатации и технического обслуживания лифтов в жилых домах. К работам в этой сфере будут допускать только профессионалов, компании или ИП, которые включены в федеральный перечень специализированных лифтовых организаций и подписали договор с управляющей компанией или жилищным кооперативом. Кроме того, документ законодательно закрепляет обязанность обеспечивать регулярное техническое обслуживание лифтов, включая текущий и плановый ремонт, а также аварийно-диспетчерское обслуживание.